что, здрасте, ребята, с вами снова я. На этот раз новости хорошие от меня. После премьерных неудач появился наконец бодрый обновленный американский фильмец. Дамы и господа, встречайте «Обитель зла». Эта часть намного лучше, чем та, что до нее была. Вернутся к нам герои из всех серий кино, и кто-то будет со злодеями заодно. По большому счету, сюжет остался прежний. Элис борется со злом, с улыбкой нежной. Тот же вирус, из живых трупов все больше. Но мы верим в добро и покарать всех сможем. Корпорация Umbrella опять отличилась. Целый мир под водой построить не поленилась. Но внутри в нем 3 тестовых города: Москва родная, импортный Нью-Йорк и Токио. Они там испытания над вирусом проводят, а главы держав приезжают и на это смотрят. Кому понравится, тот его и покупает. А по приезду домой программу запускает. В одном из этих городов и будет наша героиня. Ей наружу надо выбраться, пока не убили, а ей на помощь спешит бравая команда. А вот успеет ли она, для вас это тайна. А вы знали, что в Москве на станции Арбатская находится хранилище подлодок американских? Голливудские герои в андеграунд уйдут, и только там по сценарию спасение найдут. Все как доктор прописал и ничего лишнего. Эффекты, бои, перестрелки выполнены отлично. Игра актеров хороша, по-другому никак. Ведь в фильме Мила на коне, и она вожак. Я ставлю твердую 8 из 10. Не вижу причин, чтобы на премьеру не идти. И, кстати, часть номер 6 уже не за горами. Это рэп-кинообзор, респект всем, кто с нами.